Ну что, братва, всем привет. Конец марта, пару денечков, ребята, и апрель. Уже идут капели, как пел Александр Кременюк, как мне не изменяет память. Заблатуй ты, апрель, заблатуй, и порадуй нас звонкой капелью. Вот уже такие сосульки, ребята, с крыши снег весь растаял, южная сторона. Приехал в деревню сегодня пораньше, точнее с вечера, уже начинаются сборы, ребята. Нарисовалась опять экспедиция. Поменялись планы, ребята, собрался уже в одного, и тут созвонился с Серегой, с давнейшим своим корешочком с города Сыктывкара. Андрюха, есть пару дней свободных у меня, я приезжаю. В общем, сегодня жду вечером Серегу. Ну а завтра, ребята, на Таежное озеро на пару дней с ночевочкой, жерлицы, и будем пробовать ловить плотву, окуня. Ну, больше ставку будем делать, конечно, на окуня. Это без мотылка, ребята, это блесна. Серега как раз в этом заряжен, вот именно по блесне. Ну, а я в этом сезоне первую летку для себя тоже открыл. Блесну и без мотылку. И кто не смотрел, ребята, я отрыбачил 8-литровое ведро и был очень доволен. Собираюсь, ребята, собираюсь. Техника в порядке. Накатал буранок, сейчас хоть более-менее каких, так как ночью все равно морозики. 2 дня здесь, ребят, ничего не было. Просто замело, парник опять скрылся. Накатал бураночки, произвел ТО по технике, все в порядке, все промазано, смазано, все подтянул. А то тут уже, смотрю, и модуль начал откручиваться. В общем, все равно надо, ребята, за техникой смотреть, чтобы все потом работало и ходило. В общем, 4 часа, ребята. Живец есть, настроение есть, товарищ, напарник едет. Остается, ребята, только выехать и отрыбачить. Так что очередная экспедиция, ребята. Приятного просмотра. По-братски прошу лайчик поставить. Это мониторит меня и мотивирует, ребята. Я уже заплетаюсь. В общем, ребята, пальчик в воздух. Мы начинаем. В этом году полненький. Отлично. Даже остались у нас 2 поленницы, которые не влезли. Ну, в общем, еще протапливаемся. Из соотношения до мая еще будем топить печки. Это все зайдет в дровенчок и будет все в порядке. Гараж, ребята, моя постройка, мой большой гараж. Помимо гаража там буду делать обзоры различных, и люди будут приезжать, мы будем там сидеть, жарить на казане мясо, рыбу. Там будет диван, телевизор, я обещаю, ребята. Ну, жду весну, посмотрим, как по материалу будем доделывать. А так отзимовал, кто-то говорил за крышу, много было снега. Все стояло, все нормально. Вот в целом, ребята, позиция номер 1 на весну, который займет много времени, но мы его доделаем и будет там все круто. Мониторю по своему шмурнику. Многие уже видели, ребята, я показывал Хьюгаши, это куб палатка. Ну, возьмем, наверное, Алтайку, куб 3-го, так как охота с комфортно. Это самая большая палатка из этих, которые у меня есть. Алтай 1. Это мой боевой товарищ. В одного в походы он мне не заменим. Также есть маленькая китайская. Я часто ее беру, когда выезжаю куда-то на лодках. Не беру такие большие вещи. Ну и в общем мониторю, ребята, чтобы ничего не забыть. Как обычно, мебель, спальники, газы, буры. Вот у меня, ребят, такая рыбацкая кладовочка, которая здесь много чего хранится. Вот, в общем, жерлицы, все на готове. Вроде все перебинтовал, поменял. Жерлица номер 2, печка пашихоночка. Возьмем, наверное, ее. Вот Серега, когда ездили, ребята, вот простой момент, забыл печню, и у нас ночью просто врубили морозы, и топором просто, ну это никак, я даже обрубил пару жерлиц нечаянно. В общем, вот такие моменты вот сразу достаю, чтоб ничего не забыть. Короче, как-то так. Ну вот это все потом перенесется, естественно, в большой гараж. А здесь будет конкретно что-то вот именно по вещам, я имею в виду. Что-то именно по вещам. Ждут фидеры, ребята, скучают. Удочки. Скоро все будем менять. Зимняя на летняя. В общем, вот такая перестановка. Ну, пока зима, ребят, пока рыбачим. Вот, в общем, только с вами разговаривал. Было солнышко. Вот смотрите, что творится, ребята. Вот на севере такие погоды у нас есть. Изменчивый. Ночью может пойти дождь, утром влупить мороз, а к вечеру пойдет снег. И вот в тайге
надо быть готовым к всему, и когда ночуешь, чтобы не попасть в капкан природы. Вот, как-то оно так, блин. Ну что, братцы, в общем, время у нас уже 8:30, как ни странно. Серега едет потихоньку, 40 минут 9, ребят, и, в общем, он уже на подъезде. Звонил только что, сориентировал по поселку, как сюда проехать. Серега, кстати, приезжал ко мне в гости. Ну, относительно он приезжал с другом и не на своей машине. Ну вот, в общем, сейчас должен уже заезжать. Я не знаю, ребят, у меня манера такая, воспитание, но когда едут ко мне гости, я прям, не знаю, вдвойне, наверное, переживаю и в большей степени волнуюсь именно за комфорт. И чтобы человек был расслаблен, так как все равно телефонные разговоры, небольшие встречи, это не то, а когда уже конкретно проводишь вместе на рыбалке, именно на зимней, в тайге, в лесу, это, ребята, очень сильно сближает, и прям напарник прям должен быть, ну, прям реально свойский. В целом, жду огоньки, поселок, ребят, дымит, мне так спокойно, вот реально в родном поселке, я прям, когда сюда приезжаю и ночую мамы, прям, не знаю, вспоминаю детство свое, когда я вот тут только так начинал, бегал вот туда-туда за 300 метров с удочкой, рыбачил. Это были времена, ребята, а теперь мгновение. Раньше поднимался, а теперь давление, да, знаете эту поговорочку. Да, поселок задымил, явно морозы, все топятся на ночь. Как ни странно, ребят, нет газа, у нас печное отопление, дрова, еще раз дрова. В общем, за бортом уже минус 13, как я вижу. Ждем Серегу, ребята. Приготовили ужин. Разнопланово Алена Сергеевна с Кириной Андреевной наготовили вкусняк всяких. В общем, встречаю Серегу, ужинаем, обсуждаем вообще выход и ложимся спать. Ну, поутру пораньше встанем, сборы, ну и выход. Вот все это за кадром, многие говорят, это не показывать, но это, в общем, ребята, своеобразная движуха, и сборы для меня прям такие, они прям очень серьезные. Просто не взял пищню в прошлый поход и просто обломала так рыбалку, что просто капец. Так что для меня это очень серьезно. Вышел, ну, вот и серенький нарисовался. Красавчик. Доехал. Молодец. Вот городские люди, видите, паркуются даже с поворотниками. Хотя в деревне у нас, в принципе, они не нужны. Отлично. Ну, добрался, слава богу. Серенький. Ну ты как будто, слышишь, меня искал, я не знаю, здорово были. Зеленая дверь должен знать. Привет. Здорово были. Все, ну паркуйся, братан, парковка маленькая. Да, видишь, сейчас трактор только ходит и все. Так, поближе. Ну, если проедут, то проедут. Но... Тут у нас, в принципе, один, который живет с машиной, все нормально. Так, в целом, чтобы тебе удобно было.
Ну что, братцы, мы собрались. В общем, караван готов к бою. Серега, настроение есть? Настроение есть, ребята. Это самое главное. Сейчас немножко с Серегой вспомнили, когда-то он приезжал примерно в это же время. Мы выезжали, помню, по траве просто. Ребят, смотрите, на сегодняшний день, 31 марта. У нас зима еще прям в полном разгаре, и мы еще двигаемся на снегоходной технике. В общем, все. Озеро встречай. Бойцов. Мы погнали, ребята. Все, полетели. С Богом, господа, полетели.
Ну что, братва, добрались мы до озера. Эх, привет, озеро. Здорово были. В этом году здесь потерпел крушение. Многие знаете, ребята, вот в том районе где-то я утонул в начале сезона. Ну вот она, в марте. Здесь весной не пахнет, ребята, зима зимой вообще, реально. Ну, мы здесь не одни, местные приехали. Есть село, в общем, сбоку стоит. И вот тут ребята приехали. Выходит даже плотва. На удивление, вообще, в последние годы здесь плотва вообще не ловилась. Ну, в общем, просторы не бурены, ребята. Вот, пожалуйста. Серега, я знаю, найдет рыбу по-любому. Так что все классно. В первую очередь, наверное, я жилички побросаю. Серый тоже, да? Да. У нас живец есть, ребят. Так что, ну, в принципе, начнем с этого, наверное, по стандарту. Ну, а потом все там. В общем, все равно что-то будем искать. Вот ребята местные тоже. Короче, вот наши просторы. Возьмем, наверное, вот эту дистанцию, вот этот пятак. А в целом посмотрим. Лагерь будем ставить или на льду, или ближе в лес зайдем. Ну, короче, будем посмотреть, ребята, в целом. Короче, начинаем. Добрались. Потихоньку доехали, отлично. Ну все, понеслась. Красотка. Ага, все на месте. Ну вот так вот. Снежка присыпем. Черная вода, ребята. Черные щуки. Так, ну вот получается. Сантиметров 80 лед. Так что в этом году ледик тоже нормально. Ну, морозы были вот по весне сейчас. И вот то, что вода вышла, она замерзла. Так, глубоко там. Опачки. Давай, шуруй. За щукой. Так, друзья, ну что, Серега доставляется. Я ряд поставил. Ну, в целом, попробую, ребята, на середине бахнуть на озере. А чем черт не шутит, правильно? Весна. Это весна. Надо думать. С поселков, с деревень, ребят, приехали. Человек 5, наверное. Смотрите, есть народ. Есть народ. Так что, ну, просто, чтобы понимали, ребята, обычно 1, 2, там 3 человека. Ну, дико все равно. Для деревни это уже много. Завел, ребята, поеду в центр, там буранемся. Погнали. Так, ребят, ну что, вот центр поставил 5 штучек, в общем 15, как полагается. Такие барханы, ребят, крутят, вообще жесть. Облачно, но к вечеру будет потепление. То снег, то солнышко. Вот 15 ряд сделал, вот так вот. Хочу съездить, ребята, к точке, где я провалился. Пойдемте со мной прокатимся. Там столько эмоций было, ребята, это вообще капец. В начале сезона, кто не помнит, или вообще кто-то не знает,
Провалился я на снегоходе, на мотособаке, на лонге. Тафалар лонг 500 и утонул. В общем, ну, успешно, конечно, я его достал, сделал, завел. Ну, в целом, там были эмоции. Давайте туда. Поехали. Ну, здравствуй, местечко. Здравствуй. Вот. До сих пор остались вещи, ошметки, которые при поднятии собаки, какие-то вот я готовил. Тут много видео, ребят, есть. В общем, как-то так. Вот они, ребята, родные. Ага, вылазят. Все. Постригли свою копилочку. Это бобровая хата, ребята, она очень большая. Смотрите, почикали. Вот выход бобра. Вот они уже начинают выходить. Смотрите, даже видно сосульки, пар подымались. Ну, естественно, лисы, потом приходят волки на это дело. Очень здоровенная хата. Но в этом году снега, ребята, очень много. Но в целом, вот она, ребята, смотрите. Колоссально. Колоссально там. И напротив прям еще есть одна хатка. Давайте туда тоже сгоняем. А вот вторая хата, ребята. Вот здесь ничего не понятно. Ну, в общем, смотрите, вот такие хаты, ребята, очень здоровые. Это делают бобры. Вот такие семьи тут живут. Это, конечно, вообще прям для меня такое, я не знаю, сюда приезжаю, постоянно их смотрю, как они тут живут.
был там, да? Не рыбачил? Туда ездить за грибами белым, там 40 километров борт. Как раз эту дорогу, кстати, до Пермь. Можно поехать туда. На Каму. Да. Там же Кама уже все. Да. Она как раз и вот и Республика Коми она берет и уже берет ту сторону. И Кама одна из единственных рек Республики Коми, которая течет на юг. Одна. Минуты 3-5. Я тебе про то и говорю. Полностью вымотало, Серега. Огонь. Осталось оборот. Ребята, доброе утро. Мы проснулись. Хорошее настроение. По жерлицам. 2 сработки в ночь. Получается у Сереги, кстати, берег, середина, который вчера стреляла. И сейчас буквально на глазах сидим, завтракаем. Щелкнуло. Сейчас посмотрим. Прям вот только-только. Утренний выход. На черпак, Серый. Нормально, не замерзла? А? Не замерзла? Ну так, корочка. Ну полностью, да, вымотала там практически у тебя? Ну только что-то походу. Зараза, блин. Нет, да? Ну пусто. Да, смотри, полностью. Полностью вымотала, да? Вес Угу. вырезанный. Вот те раз. Середина. Ну там полная вымотка у тебя. Так что есть надежда. Двойник, да, еще до кучи? Да. Ладно, тут, наверное, проверим. Да, сразу, да. Здесь с ночи. Это ночь, да. Полная вымотка. Серый должен хвоста достать, слышишь? Ух ты, блин. Промерзла? Есть. Есть, да? Красавчик. Че, не крупная? Я не понимаю, но не особо, как будто бы. Но не маленькая. Отлично. Такая, наверное, сейчас идет как-то ватно. Странно, что не забирает. О, подвел. Ничего такого, багорик, ничего такого не взяли. О, слушай, да ты че? Травит. Серьезно? Да. Да ладно. Серый, давай доставай на хвоста нам на лед. Да ты че? Багор? Не. Нет? Постараюсь. Нормально затянешь? Ну 80 сантиметров лед. Тяжело будет. Да ты че? Вот это пойдет. Блин, не заходит. Нет. Ну 130-а. Да, сейчас. Должен. Багор есть, да? Есть багор. Надо? Бегаю. Давай, наверное, на всякий случай. Давай, хорошо. Уже боевые зашла. Сейчас. Уже зашла, блин, прикинь. И опять. Что там у тебя такое, блин? Ох ты, Серый, брат, красавчик. Ребята, ну 2,5 под трешечку. Да больше. Ай, красота. Таежная щука есть, поймал, взял, вообще огонь. Ну да, видно сразу было, что ты мучаешься. Да, слушай, четенько, ребята. Теперь ну-ка возьми малышку. Таежная. Красавица. Ну вот и котлеты. Огонь, огонь вообще. Супер. Молодец. Ух, какая она черная. Блин, ну вот это вот есть, все равно рыбалка есть, ребята.
отмучили. Ну, выход, утренний выход, так что, возможно, еще будет. Подожди, это с ночи. Это с ночи, да. Смотри, она лежит, бедолага, даже это. Нет, здесь 3 это точно не лезет. Здесь без мансов взвешиваем. Сейчас взвешиваем специально. Ну, трешки нету. Да? Да. Давай, ладно. Давай, будем потом этот посмотреть. Ладно, сейчас этот инструмент. Отлично, ребята. Настроение сразу боевое. В общем, проснулись. Часиков 7, наверное. Потихонечку позавтракали. Туда-сюда. Вышли посмотреть. В общем, 2 сработки у Сереги стоит. Берег. Я сходил, там вымотки не было. И вот у него центр, который вчера стрелял на него, кстати. Мой ряд молчит, но я, правда, середину еще свою не смотрел. Вот видите, ребят, середина сработала. И сидим, дверь открыта, вот так, завтракаем. У нас уже мужичок подъехал рыбачить. Я смотрю, бам, на глазах загар. Вымотал, но бросила. А тут вот взял Серега. Ну там под 3 где-то. Отлично. Блин, круто. Сразу круто. Серега снимает контент, ребята. Вот так со стороны это выглядит. Ну да, это очень приятно. Молодец, Серый. Поймал местную мою. Я на этом озере в этом году сам не ловил, в этом сезоне. Так как провалился. Ну вот весенняя щука. Есть красотка. Так, ну ставочки, да, Серега, сколько? Короче, этот, 2600. 2600? Да, я думаю. Ну, 2800 пусть будет. Так. Сейчас мы хорошо зацепим. Два 700. О, Ни тебе, все, ни мне. все, зафиксировался. Короче, ну, 100 грамм, да. Ни тебе, ни мне. Ну да, по 3. Хорошая девочка, она красотка. Как бы не сказала странным, ребята. Сработка опять же щелкнула. Опять же тот пятак и опять же та сработка, которая была с утра, полчаса назад. Блин. Мы вот только разобрались с этой щукой. Что-то я чай там по термосам разлил. Есть контакт. Я еще до своих не добрался, но в монокль посмотрел, тишина вроде. Идем смотреть. Вот она, ребята. Та же самая, полная вымотка. Да, Серый? Жерлечко сработало. Ну. Полная вымотка. Пусто. И жеса, походу, нету, да? Или вырвал? Вырвал. Угу. Хотя, ну слушай, я сопротивления нет. Сначала как будто была небольшая натяжка. Но. Дернул, как знаешь, пустоту. Смотри. Смотри. Ну какой-то тут еще живет. Надо его наказать, мне кажется. Да, вторая уже холостая. Выматывает, главное, полностью. Берет, держит. Ладно, да, сейчас. Немножко, ребят, быта. В принципе, переночевали нормально. Все хорошо, вот так. Пару раскладушечек. Вещи. Горелочку доставали, вот котелочки сейчас скипятили, затарили чая. Так как хотели искать окуня. Но, ребят, я жилищник, уже это любимая рыбалка моя, так что мне этот окунь не нужен. В принципе, я уже сейчас нашли точку. Вот почему днями, ребят, мало. Я люблю больше спокойно заниматься, не в торопях. И сутки выезд для меня это вообще это так как на денек съездить, знаете. Больше надо 2-3. Вот тогда понятно. Вот сегодня бы мы сейчас все это скомбинировали, переставили и дождались бы поклевок. Ну как сегодня у нас собираться еще надо. Блин, это, конечно, непонятно. Ну ладно. Ничего не поделать, работать надо тоже, естественно. Денежку зарабатывать, так что Сереге домой надо будет ехать.
Ладно, я сейчас переодеваюсь, ребята, и давайте начнем бурить, переставлять. Только так. Ладно, сначала разбурю, ребята, я вот эти края перетащу. Вот, в общем, сначала сейчас пойду просто разбурюсь, ну а потом соберу, переставлю. Вот, Сереге, ребят, смотрите, титановый бур такой, вот так сделано, чтобы брать в руки. Кстати, классная тема. Вот, ребят, смотрите, просто обмотал и вот уже берешь, руки не мерзнут. Титановый, очень легкий. В общем, даже сравнить вот с моим, ну, прям разница прям, не знаю, колоссальная. Ладно, Серега тоже проверяет, тяжелится, я пойду немножко, ребят, физикой займусь. Пока в кофте прям пойду разбурюсь. Потому что там живет. Его надо наказать. Вот эти весь ряд, который береговой у меня, я их переставлю. Ну, Серега, наверное, также сделает. Великолепно, ребята, будет. Легкий вообще, классно. Понятно то, что он стоит денег, но пушинка, ребят, просто пушинка. Жест, ребята, задохнулся. Смотрите, просто задохнулся. Вообще. Ладно. Быстренько, пока время еще есть, переставим. Мужики уехали, не клюет окунь. Когда начнет, вот тут он неделю, полторы-две будет клевать, страшно. А когда, ну, зима зимой еще, вон видите сами, ребят. В общем, все понятно, ребята, на всех жалицах, естественно, живцы загнулись. У нас особо живца нету, много прям. Так что сейчас я вот эти переставлю и будем смотреть. Все-таки свежий живец будет немножко активный. Будет немножко активный какое-то время. Потом тоже умрет он, соответственно. Ну вот, на этой ставочку и сделаем. Раз, два, три, четыре. Тогда повыше сделаем. Повыше. Повыше. Подымем. Хочешь, чтобы как-то немножко поработал. Вот такой живчик у нас. О, как раз плотва хорошая, на двойник большой. Давай, подруга, найди мамку. Вот так вот. Ну, в общем, переставили. Серега тоже собрал берег. Короче, то, что вот у нас остатки живца было, весь помер, ребята, весь живец помер, даже вот ну, как бы еще есть жерлицы. И стали 4 живца на запас. Окунь, я так понимаю, тишина. Ребята вон приехали. Но в целом просто вон стоят, кучкуются. Нет, толку нету. Зима зимой, 1 апреля, ребята, кстати, никому не веря. Надо обмануть вас, наверное, да? В общем, обед. Приготовим что-нибудь вкусненького. Пообедаем. Дождемся вечера, естественно. Вечерний выход. Утренний он был, да, но в целом не то место, не там стояли. Ладно, ветерок, ребята, опять разгулялся. Ну, вроде держит палатку, растяжечки. Печку не топим.
на горелке сейчас приготовим суп. Жиденький, вкусненький какой-нибудь. Отлично. Есть такое мяско, ребята. Сейчас немножко мы приготовим. Зажарочку. Сделаем морковочка, лучок. Ну и картошечку, конечно. Свининка. Серега за водой пошел. Печку не будем кочегарить. Сделаем на плиточке все красиво. У Сереги вот такая горелочка. Понравилась мне, интересно. Вот с шлангом, кстати, да, вот. Многие говорят, в луночку положил баллон и работает тема. Серег, просто открываю. Да, теперь нажимай. Вот это, да? Да. Все, пошла возня. Отлично. Вот такая малышка. Сейчас будем на ней жарить мясо, лук, морковку. Сделаем супца жиденького, покушаем. Горячего надо. Обед никто не отменял. Дождемся, в общем, вечера и посмотрим. В общем, решили без фанатизма. Что нам пообедать? Сковородочки сделаем. Зажарочку сделали, водички добавили. Вот сейчас картошка, что 15 минут в целом закипит. И вот у нас будет шулюмочка готова. Да, ну с большими бортами, кстати, очень выгодно. Вот именно что в плане готовки. Можно вот реально суп небольшой, минимум какой-то сделать. Прям в сковородке. Ничего никуда не надо. Вспомнил сразу какие-то студенческие годы. В чайнике пельмени варили. Что-то, короче, сразу так. Ладно, что-то. Ветер то что-то разгуляется, то не разгуляется. Вот такая картоха будет, ребята. Сейчас по специям еще. В общем, скоро обедаем. Вышли посмотреть обстановку. Варится суп. И сработка, ребята, у Сереги. Я, в общем, взял от этих жалец, которые стреляли в ту сторону. Серега край забрал, переставил в эту. И вот у него там дальняя стоит флаг. Пойдет. Это здорово. Двойничок, да, Серега? Полно серый. Полно вымыто и натянуто. Натяжка есть. Да, натяжечка. Отлично. Не знаю. Сейчас серый посмотрит. Да, отлично. Как будто натянуто, Серега. Не знаю, хотя. Есть. Отлично. Не крупная. Да, небольшая. Шургач, короче. Ага. Ну вот, значит, тут они еще тоже гуляют. Ну как, хотя? Нифига себе, шурагаечка. Килошница, слышишь? Молодец, красавчик. Так, дневной Серега забрал. Ну, что-то, даже рыбалка получается. Молодец. Ну, в общем, все, ребят. Серега работает, Серега делает вещи. Классно. Зажим, еще зажим. Давай инструмент, Серега. 2-0, Серега. Ты ведешь? Да, в общем, вот плотвичка такая, ребят. И реально она там отрыгнула. Вон, смотрите. Вот он. Это окунь, Серега. Мелкий окунь, да. Угу. Да, килошница. Нормальная, хорошая щучка в целом. О, а у нас уже картошечка подспевает.
Небезопасно, ребят, но работает. Вот так, без фанатизма. Ладно, съезжу сейчас проверю те уночки, дальние жерлицы. Ну, я в монокль смотрел, нифига. Ну, естественно, там живец мертвый тоже, значит. Так, на дурака уже стоят. Можно было, конечно, поменять, но живца у нас просто нет уже. Ребята, все мертво. Съездил до мужиков, посмотрел, как дела у них. Вообще, ребята, тишина. Что там по одной, по две поймали, плотва и окунь. Ну, в том пятаку что-то как-то мелочь еще крутится. Хотя было понимание, что если мелочь там ходит, то значит и щучка должна там гулять. Ну вот ряд стоял жерлицы, и они не промолчали. А тут вот прям как-то не знаю. В общем, ребят, супец у нас подходит. Скоро будем обедать. Прокатился немножко, посмотрел. Ну, в общем, Серега ждет. Молодец. Ребят, ну вот в сковородочке у нас тушеная картошка с мясом. Ну, еще и постарался сделать так, чтобы немножко жидкости было. Так. Какой аромат здесь стоит, вам не передать. Да, слушай, этот... Не знаю, на соль как серый. В общем, пробуй. А что тут пробовать? Что тут все просто. Конечно. Как 2 копейки. Лежи, брат. Спасибо большое. Опа. Хлеб, шмеп, лучок, да? В нарезку, если что надо. Все, хлеб я нарезаю. Так что этот... Обедаем. Ребят, всем приятного, кто с нами. Вот так вот. Отлично. Неплохо, Серега, пойдет. Мазик. Мазик. Чаю. Ну да, хотел такого, но прям организму надо было. Нет ветра, ребята. Ветер просто потух, поменялся. Такая красота. Вообще пушка просто. Ну вот, приехали местные. Раз, два, три, 4 человека. Не знаю, Серега сейчас хочет поискать, конечно, окуня. Но я в целом буду потихоньку собираться. Уже начну вытаскивать вещи, паковать. Ну и вот тут ряд, который 6 у меня жерлиц, поеду сейчас сниму. Там мертвые живцы, это все ясно. Вот обидно, да, потому что к выходу сейчас вечернему у нас будет мертвый живец на вот этой точке. Так что, не знаю, посмотрим. Пообедали. Шикарно, шикарно проводим время. Погодка чумовая, просто бомбезная, ребята. Так вот, то порывами-то он есть, то вот его нету. Ну в целом рыбалка к концу подходит уже. Серега дал, нормально взял щуку, это хорошо. Это прям замечательно. Сашка. Вот такой мужик. Вот в этом году взял лонга Тафалара. Правда на 15-м двигателе, ну в общем, да, ходим. Отлично. Ну вообще, ребят, смотрите. Просто
Просто белющий живец. Просто аж белый. Да. Кислорода нету. Собрал печку. Собрал жерлицы. В общем, смотрите, ребят, такое решение. Вот хорошая горелочка, кстати, мне очень понравилась. Так, ага. В целом, в принципе, можно и вот на кружечку вот так даже готовить. И вот почему такую хочу вот именно для себя. Потому что, ребят, здесь можно использовать лайфхак. Лайфхак в чем? Газ мерзнет. Соответственно, мы баллончик в лунку. И погнали. Ну все, кормильца заправляем и в бой дорожку. В бой дорожку. Ну все, ребята, собрались. Серый собирает жерлицы, остатки. Я упаковал автомобиль наш. Вот так загрузились. В общем, полные сани. Как обычно. За нами чисто, ребята. Всех поддерживаю. Держите природу в чистоте. Ну, естественно, какие-то там опилки, это понятно. Но вот так, чтобы фантиков, бычков, ребят, не было на льду. Все, что привезли, то и увозим. Наш результат. Серега отличился. А вот такая мамка. Ну, не мамка, конечно. Ну, еще живая даже, ребята. Вот такая кобылка. Серега повезет домой. Угостит своих. Отлично. Ну что, братва, все, мы как первые приехали, так первые последние уезжаем. Солнышко нас еще греет немножко. Ну, все, мы собрали, ребята, весь караван. Серега забрал жерлицы, все. Ну, дождались до последнего, максимум. Нету. Ну, в целом, как-то так. Серый. Спасибо. Крутая рыбалка. Конечно, отдохнули, здорово. Да, вообще нормально, ребята. Как бы я не то, что как бы за себя, я потому что я знаю, то, что завтра, послезавтра я опять куда-то поеду, черноморда куда-то полетит. Переживал то, что вот человек ко мне едет, и все равно какая-то ответственность. В общем, здорово получилось, все равно как-никак. Серега молодец, добыл щукаря, почти 3 девочка, в общем, нормально, все здорово. С Серегой мы, конечно, не прощаемся, Серега еще приедет, это 100%. Есть возможность, ребята, что в его на края поедем, да? Да. Серый? Ну, может, неделька, ребята. По-любому. Вот все собираю и еду. 100%. Если все там классно будет, поедем. 100%. Все, ребята, что, берегите себя, ходите на природу, на рыбалку. И вообще занимайтесь, как бы. Это круто, Все, полетели, Серый? Да, погнали. Долгая дорога домой, еще Серега. Столицу мира, как я называю. Ладно, ребят, на связи. Ладно, даешь за озеро. Спасибо на этом. Ну вот и дома, ребята. Добрались. Дом, милый дом. Да, за пару дней немножко подрастаяло. Тротуары, смотрю, вон все. И вот дорогу переезжали, асфальтированную тоже. Снега не осталось. Обещают оттепель капитальную. Но все же планы по рыбалке в целом. Дрюня, ребят, на связи. Хотел немножко подытожить. У Сереги есть свой канал на ютубе. Очень спокойно, чисто, красиво, ребята. Прошу подписаться, поддержать кореша моего. В общем, будет приятно ему, наверное. В общем, передавайте привет от меня. Пока.